В прямом эфире телеканала «Грозный» работает программа «Новости». В студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Первая пятничная молитва за 84 года. Альхамдулилля, хвала Всевышнему Господу, что мы смогли дожить до этих дней. Региональный фонд Кадырова отреконструировал соборную мечеть в Томске. Инвестиции в каждое село. С 2017 года животноводческий комплекс Ирёршу. Какие проекты готовы предложить районы? Статистика отравления угарным газом не снижается. Жители города соединяют газовые приборы с помощью резиновых шлангов, что недопустимо. Халатность потребителей или газовых служб. Кто виноват и что делать? Поздравления принимают служители сцены. Где Лермонтов? Мне нужен Лермонтов! В Грозном отметили Всемирный день театра. Мусульмане всего мира устремляются в этот день в мечети в надежде на милость и прощение Всевышнего. Пятничная молитва символизирует единство всей исламской уммы. С нее начал свой день и глава Чечни Рузба намаз он совершил под руководством хафиза Адама Шахидова. Об огромном значении пятничной молитвы в своем хадисе сказал посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. В нем говорится, что Аллах поставит печать на сердце тому, кто без причины пропустит 3 джума намаза. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал пятницу лучшим из дней, в котором всходило солнце. В этот день произошли и еще произойдут великие события. В их числе сотворение Адама, его поселение в раю, а также наступление судного дня. Рамзан Кадыров отметил, что наши родители не имели возможности сделать Рузба намаз в Чечне. Все мечети были разрушены или превращены в склады и клубы. Так было и в старинном сибирском городе Томск, где состоялось торжественное открытие Краснособорной мечети. Построенная еще в начале 20 века, спустя годы она была передана под кинозал. В 2003 году здание верующим вернули, но из-за нехватки денег до недавнего времени там и совершали религиозные обряды. На помощь мусульманам пришел региональный общественный фонд Кадырова. Первый намаз в Красной мечети вместе с горожанами совершила чеченская делегация. Подробности в специальном репортаже Алхазура Керимова. Самая старинная мечеть в Сибири. Она берет свое начало еще со времен правления Николая II. Свидетельница эпохи в разные годы вместе с жителями Томска пережила различные исторические события. Было время, когда мусульмане считали ее уже утраченной, но в 2015 году памятнику исторического наследия вернули первозданный вид. На официальное открытие святыни приехало много гостей, в том числе и делегация из Чеченской Республики. Я вам всем и руководству области, и всем, кто сейчас находится на этом высоком форуме, передаю слова приветствия от имени главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, Героя России. Рамзан Ахматович, Сергей Анатольевич дружат. Они вместе на Госсовете, они вместе на встрече у президентов, они вместе на мероприятиях, когда решается у Медведева, Нарышкина, Матвиенко государственные задачи нашей великой державы. Я хотел бы сказать о нашем единстве, о мире и согласии, которые здесь слова прозвучали. То, что Рамзан Ахматович тоже желает тишины этим улицам, мир в наших домах, потому что мы знаем не по тем кадрам 41-45 годов и по последним событиям, когда нет в обществе согласия, куда приводит тропа войны, приходит каждый дом, чтобы этого не было. Сергей Анатольевич, Рамзан Ахматович дружит. Что означает? Нам тоже надо дружить. Это укрепляет единство Российской Федерации. Наши муфтии, которые здесь стоят, Салах Хаджи, Назимуддин Хазрат, дружат. Мы, общины исламские, и там, и здесь должны дружить. Это укрепляет нашу уму, укрепляет нашу государственность. Да здравствует наше единство! Мы поистине благодарим Всевышнего Аллаха за то, что Он наделил своей большой милостью и большим иманом нашего главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Из-за этого Рамзан Ахматович Кадыров делает такие благие деяния не только на нашей территории, и за пределами тоже. Алхамдулиллах. На Российской Федерации появилась еще одна жемчужина. Всевышний в Коране говорит, что мечети
места поклонения Всевышнему будут воздвигать те, которые уверовали в Всевышнего Аллаха и в судный день. Святыня была построена в период с 1901 по 1904 годы на средства общества томских мусульман. Спустя 30 лет мечеть была закрыта и долгие годы использовалась не по назначению. Верующие смогли вернуть мечеть только в 2003 году. Она была уже в полуразрушенном состоянии. Позже жители Томска решили обратиться к главе Чечни с просьбой помочь в реконструкции здания. Ответ не заставил себя долго ждать. По поручению Рамзана Кадырова на средства регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова она была восстановлена. Весь процесс работ курировал советник главы Чеченской Республики Адам Делимханов. Заслуги Рамзана Кадырова в укреплении ислама отмечают во всем мире. Слова благодарности от представителей разных конфессий звучали и сегодня. Конечно же, мы не можем не поблагодарить от имени Совета муфтиев России и Рамзана Ахматовича, который внес очень большой вклад в восстановление как Томской мечети, как здесь наш брат Дакуваха сказал, и мечети в других регионах Российской Федерации, и за границей. Альхамдулилля, хвала Всевышнему Господу, что мы смогли дожить до этих дней. Многие не дожили до этих дней. И поэтому пусть Аллах Та'аля сделает благословенными Рамзана Ахматовича и все его дела, которые он делает сегодня. И ради мусульман, и ради страны, и ради стабильности, и ради мира на этой земле. Решением Совета муфтиев России за высокое служение делу укрепления межнационального мира и согласия в обществе и значительный вклад в дело реставрации и восстановления исторической святыни томских мусульман соборной мечети города Томска наградить высшей наградой мусульман России орденом за заслуги главу Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича. Также я хочу зачитать решение Совета муфтиев России также о награждении орденом почета Аль-Фахр депутата Государственной Думы Российской Федерации Делимханова Адама Султановича, который тоже много делал для того, чтобы вот этот наш праздник сегодня состоялся. Рамзан Ахматович Кадыров дал поручение, чтобы в срочном порядке сделали все необходимые анализы, результаты доложили ему. И в итоге было поручено Адаму Султановичу Делимханову, его депутату Государственной Думы и его советнику. Строительство мечети не настолько, оказывается, тяжелое дело, как реставрация и восстановление мечети. Тем более здание внесено в список исторического наследия. И поэтому это очень тяжелый труд, и приходилось каждый кирпичик восстанавливать по эскизам и сохранившимся чертежам, и внутренние работы, и внешние, все приходилось соблюдать как бы по законам, скажем, архитектуры, и непосредственно Департамент культуры Томской области курировал и контролировал этот процесс, поэтому мы делали все с лучшими специалистами, и мы все гордимся своим лидером. Сегодня в Томске большое торжество. Историческую Красную мечеть сдают после реконструкции. Свой вклад в восстановление святыни внесли чеченские и ингушские диаспоры. Одновременно здесь могут молиться 1500 верующих. Сегодня действительно доброе утро, потому что сегодня исторический день. Мы возвращаем жемчужину старинного, красивого сибирского города Томск. Мы отдаем мусульманам то, что сегодня многие года были закрыты. Вы знаете, 111 лет назад вот это здание было построено на средства простых людей, простых мусульман, которые проживали тогда в Томске. В 30-е годы участь этого здания постигла та же участь, которая постигла и все другие храмы по всей нашей России. Но через десятилетия сюда пришли снова мусульмане, но, конечно, за эти годы это здание стало нуждаться в реконструкции, и вот благодаря, прежде всего, фонду, общественному фонду имени Ахмата Кадырова, я хочу поблагодарить лично президента Рамзана Кадырова, президента Чеченской Республики. Я хочу поблагодарить чеченский народ за тот вклад, который они внесли в восстановление. Ну и, безусловно, сказать спасибо нашим местным мусульманам, нашим томичам за восстановление действительно прекрасного здания, которое когда-то в Заисточье, здесь, это был один из центров Томска,
Он, конечно, украшал наш город, и я не сомневаюсь, что теперь он будет украшать и дальше. Мечеть, которую мы сегодня будем после многих лет реконструкции открывать, она является жемчужиной во всей близлежащей округе в Татарской Слободе. Вы знаете, что это труд многих людей. Сегодня уже сказали, что огромное вложение сделал президент Чечни. И я хочу от всех томичей поздравить нас с зданием. Хочется быстрее зайти посмотреть, что там внутри. И сказать мира всем, согласия. Это то, что будет развивать мир. Это то, что есть в мире. Это будущее мира. Без согласия, без мира мы не можем жить. И единство – это то, что нас объединяет. Строители работали круглые сутки, чтобы как можно скорее после долгих лет перерыва с этих минаретов прозвучал первый призыв муэдзина. Работа специалистов осложнялась и тем, что они старались максимально сохранить первозданный вид святыни. Большая часть изменений коснулись внутренней отделки. Это очень большая радость для мусульман. Очень счастье, только счастье. Просто мы удивляемся, что это такой очень красивый мечеть построили. Альхамдулиллах, мы очень рады, что остановили, что реставрировали. Всем, кто участвовал на этой реставрации, мы очень благодарны. Пусть вознаградит сам Бог их. 100 лет стояло здание, да, и вдруг нам вот какой-то случай, пожалуйста, какая радость, какое счастье, какой праздник. Пусть Аллах примет, вознаградит тех, которые внесли свой вклад. Мечеть – это дом Аллаха на земле, как сказано в священных писаниях, в исламских священных писаниях. Для нас была большая радость, когда мы в прошлом году услышали, что реставрируется большая соборная мечеть в Томске. Это мечеть историческая. Почему? Потому что украшением всех городов во всем мире это ее основные соборы. А это тоже, я считаю, будет украшением для города Томска. По этой мечети конкретно мы обращались вплоть до короля Саудовской Аравии и не получили, к сожалению, никакой поддержки. И когда мы обратились к Рамзану Ахматовичу, он первый протянул руку, буквально не прошло и недели, как он направил сюда комиссию, направил сюда людей, которые все сфотографировали, сняли и очень быстро начали реставрационные работы. Рдеет за стабильность в нашем государстве, за единство его народов и является таким, скажем, надежным форпостом единства и мощности Российской Федерации. И та поддержка, которую он оказывает сегодня и религиозным деятелям, будучи политическим лидером, она как раз говорит о том, что он, как и политический лидер, но и духовная составляющая в нем, воспитанная его отцом Ахмад Хаджи Кадыровым, она сегодня имеется в его душе. И пусть Аллах Тааля благословит его за все его добрые дела и сделает его действительно патриотом Российской Федерации, которые он воспитывает чеченский народ, воспитывает чеченскую молодежь именно в патриотизме, в том духе, в котором сегодня нуждается Россия. К реконструкции мечети были привлечены лучшие специалисты. Сегодняшнее событие стало очередным шагом в укреплении братских отношений между народами различных конфессий, проживающих в Томской области. Для нас это честь, потому что Томская область, вот эту мечеть историческая, занесенная в книгу как наследие культуры, он отреставрирован, приведен в сегодняшнее золотое состояние по воле Аллаха при мобильном содействии Рамзана Ахматовича Кадырова, нашего главы. Рамзан Ахматович на других территориях, других регионах, других государствах тоже строит мечети. Ислам сегодня в силе в Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин, когда приехал на первое заседание парламента Чеченской Республики, сказал, что Россия – союзник ислама. Он сказал это в Грозном. Для нас это очень значимо. تحري درجة ووشة داخل دوغة دينا خناقة قبة بيشوما دوش أصلاً خلوش حاليرة ديل قية تمسا الحمد لله ويبتشع رمضان ديل رئيس خيل سنة سو حق نوشتوش قصة سنة بيركة تسا سو متوتر تسا يوخ شام خلر شا خيل شو الخز قيجن
نوري يرماجدك يوضع هوتينا هو يقع أخ سيبرمخ أو يقع لاتش إسبع خز ماجدك دو إذا مت وطينرك إز دينرك يوخ قاقينرك يوخ صندينرك يوخ قنا ديل سادينا دعوتينا خوشو علامش ديدوش خوشو عبادت ديدوش هرشور خزق ديدوش إبعن دينرك ويبا شعرم زانو تاعن وين ويدال خاستن بو وين يحكي يو وين خزق يتقز هون ده الشيء إز بوق يحكي عن بو إذا مصو وين قوما. На средства регионального общественного фонда имени первого президента Чечни были построены мечети в разных регионах страны и даже за ее пределами. Но с минарета Красной Соборной мечети еще не один год будет звучать азан, который будет возвеличивать имя Всевышнего. Алхазур Керимов, Ибрагим Налаев. Новости. Сегодня исполнилось 15 лет со дня избрания Владимира Путина президентом России. С этим событием главу государства поздравил и Рамзан Кадыров. В своем инстаграм он отметил, что в переломный момент в истории Отечества, когда в Чечне шла война против международных террористов и предшественник Путина не мог влиять на ситуацию, в этих сложных условиях, опираясь на первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова и его команду, Владимир Путин разгромил террористов и восстановил мир и стабильность в Чечне. Он принудил к миру Грузию, развязавшую кровавую войну против народа Южной Осетии. Спас от возможной агрессии Абхазию, добился принятия России в ВТО. Без единого выстрела и капли крови был решен вопрос возвращения Крыма. За период правления Путина многократно увеличен бюджет, золотовалютные запасы, ВВП, военные расходы, возросла средняя продолжительность жизни. Однако достижения России не нравятся США и Западной Европе. Они желают управлять нашей страной, однако этому никогда не бывать. США могут 1001 раз придумывать санкции, но заставить Владимира Владимировича поступиться интересами России им не удастся никогда, заявил Рамзан Кадыров. Сборная России готовится к чемпионату мира среди силовых спецподразделений в Иордании. Участие в нем уже подтвердили 43 страны. Наша команда провела боевую тренировку по освобождению условно захваченного террористами здания и ликвидации террористических групп на расстоянии от 100 до 300 метров. После небольшого перерыва чуть позже команда совершила сложный 10-километровый марш-бросок в горных условиях с полной выкладкой, а именно с 5 огневыми рубежами и преодолением высот и водных препятствий. По словам помощника главы Чечни по силовому блоку Данила Мартынова, все бойцы показали отличные результаты, проявили волю к победе и преодолению трудностей. Он уверен, что команда России, сформированная из числа сотрудников правоохранительных органов республики, покажет отличный результат на чемпионате. В республике на стадии реализации сразу несколько крупных инвестпроектов. Среди них Ахмат Тауэр, курорты Ведучи и Грозненское море. Помимо этого, привлечение бизнесменов проводится и в селах, в которых необходимы рабочие места. О том, какие площадки создаются в селе Комсомольска, расскажет Аслан Альбукаев. На этих 16 гектарах вспаханной земли в скором времени появится фруктовый сад. Здесь будут высажены яблоневые, грушевые, черешневые, сливовые деревья, а также планируется разбить небольшой виноградник. Всего около 15 тысяч саженцев. Для маленького села это станет большим подспорьем. Вместе с закладкой фруктовых садов в населенном пункте появятся десятки новых рабочих мест. Сейчас здесь ведутся работы по подводке инженерных коммуникаций. Более 15 тысяч саженцев. Помимо этого, в Комсомольском реализуется еще 2 инвестиционных проекта. Один из них – строительство этого торгового центра. Здесь будут трудоустроены 28 человек. Двухэтажное здание планируется сдать к концу этого года. А пока здесь идет расчистка территории под будущую парковку. В Грозненском районе сложились благоприятные природные условия для земледелия и животноводства. Плодородные почвы и обилие тепла позволяют возделывать самые различные сельскохозяйственные культуры. Инвестор выкупил часть этих земель и решил сдавать их в аренду фермерам. В перспективе открытие еще нескольких объектов. С 2017 года животноводческий комплекс Ирёлшу на 200 коров дойных и 100 бычков. И комплекс Ирёлшу. И холодильные камеры, холодильные установки на 1000 тонн. Что касается фруктового сада, то плоды этой работы можно будет попробовать уже летом. Собранный урожай планируется реализовывать как на сельских рынках, так и по всей республике. Инвесторы рассчитывают, что экологически чистый продукт, выращенный в Комсомольском, будет пользоваться большим спросом во всем регионе. Асан Альбукаев, Мурад Альбукаев, Зелимхан Закаев. Новости.
В Урус-Мартане завершается строительство животноводческой фермы. По словам специалистов, все процессы, начиная от кормления крупнорогатого скота до производства молочных изделий, будут автоматизированы. Кроме того, комплекс обеспечит местных жителей новыми рабочими местами. Подробности расскажет Елизавета Чепханова. Строительные работы в самом разгаре. На 15 тысячах гектаров планируют обустроить целый животноводческий комплекс. Коровник, кормоцех, а также мини-завод, на котором будут перерабатывать готовую продукцию – молоко. Почти 100% автоматизация позволит избежать тяжелого физического труда. По поручению главы Чеченской Республики Беш Балбу, глава администрации района, но в районе Хавошел инвестор, Осбалх Цхамялошек, Уже в мае владельцы планируют завести сюда из Европы 100 голов скота. Над выбором породы, по словам фермеров, долго не думали. Черно-пестрая галштинская порода давно зарекомендовала себя как лидер по надоям. Круглый год животные будут находиться в загоне, однако на привязи их никто держать не будет. Они смогут свободно перемещаться в коровнике и при необходимости сами подходить к доильному аппарату. уже оправдательно, уже удвоение поддержку шайга что как бы приветствие Чтобы прокормить животных, здесь засеяли 300 гектаров пашни. Кукуруза и клевер дадут все необходимые витамины, чтобы молоко у урус-мартановских коров было самое вкусное и полезное. Хранить корм будут в специальном цехе. Уже вывеш харю корм и обрабатывать я цеха харю кормовая цеха харю кузига так и силосная рука о кузал инза хилдатис ну вайхерду из колбасксан завернуть я киленки укацан как бы храните холмадейс халаям на школар силосна а инза уже как в виде колбасы порции харю хаяцан да я анбежен халатешчани. Согласно расчетам фермеров, такое хозяйство только за один день способно дать в среднем 4 тонны молока. В год же более 700 тонн продукта, который будет поступать на внутренний рынок республики. Предлагаются Министерством сельского хозяйства разные программы помощи именно тем, кто хочет заниматься сельским хозяйством, это фермерским. Но в настоящее время у нас строятся 3 фермы, в которых будут со слов строителей размещаться 320 голов. И я думаю, что под эти фермерские хозяйства мы будем уже просить у Министерства сельского хозяйства помощь, которую федеральная целевая программа будет выделять уже. Уже через полгода после запуска производства фермеры планируют расширяться. И это не только увеличение поголовья скота, но и разнообразие видов продукции. Здесь же будут производить сыр, творог и другие молочные продукты. Елизавета Чепханова, Стамир Хаджиев, Зелимхан Закаев. Новости. 34 тысячи часов горя и печали. Наконец, долгожданная победа. 9 мая исполнится 70 лет с тех пор, как Красная Армия одержала победу в Великой Отечественной войне. К этой дате мы приурочили рубрику, в которой рассказываем о выходцах Чечни, внесших свой вклад в защиту Родины. Сегодня герой нашего сюжета – ветеран Абдулсалам Ларсанов. Он оставался в строю с первых дней войны и до самой победы. Великую Отечественную Абдулсалам Ларсанов прошел от Ростова до Берлина. Дважды был ранен в обе ноги, но даже после этого война для него не закончилась. Из-за тяжелой контузии не все события военных лет остались в памяти. Абдулсалам Ларсанов часто рассказывает про Таганрог, где он получил ранение и попал в плен. Бои в Ростовской области запомнились ему больше всего. Наступление. Чиги, ханги, кидив атабедити вейчар. Юхат армия бахар.
Он участвовал во многих сражениях и даже в освобождении Сталинграда, но получить за это ордена и медали так и не смог. Чтобы избежать пыток в плену, Абдул-Салам уничтожил все свои документы. В 2005 году, после долгих поисков в архиве, удалось восстановить удостоверение ветерана. Обещали восстановить и награды, но пока он все еще ждет исторической справедливости. Награды, которые был он представлен во время войны, ему не вручали в то время. Это были, мы знаем, какие обстоятельства тогда. Снимали наших людей с фронтов, отправляли в Казахстан. Вот по этой причине ему тоже не вручали. Но теперь уже написали в Москву, военкомат занялся этим вопросом и обещает ему вернуть. Своих героев Асиновская чтят и помнит. Совсем скоро улица, на которой проживает ветеран, будет переименована в его честь. Во время Великой Отечественной войны в станице стоял 46-й Тасманский гвардейский авиационно-женский полк. Об этом событии напоминает небольшой мемориал на территории православного кладбища, где захоронены 2 летчицы. Была примитивная такая маленькая доска мемориальная, но пришедшая в негодность. Мы решили своими силами администрации района восстановить этот памятник хотя бы вот в таком ракурсе, чтобы увековечить память павшим в Великой Отечественной войны. Каждый год ухаживаем за ним. 9 мая мы его приводим в порядок. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. В станице Асиновская он вовсе один. Абдул-Салам Ларсанов надеется, что на парад по случаю 70-летия Великой Победы он сможет прийти с заслуженными наградами. Алхазур Керимов, Мурад Аль-Букаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Индивидуальным предпринимателям с годовым доходом свыше 300 тысяч рублей до 1 апреля необходимо уплатить страховые взносы. Они зависят от величины полученного дохода. Сформировать платежное поручение можно на сайте Пенсионного фонда с помощью специального сервиса формирования платежных документов в разделе «Электронные сервисы». Также по всем вопросам можно обратиться в территориальные органы ПФР по месту регистрации. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями будет доначисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования. Индивидуальные предприниматели ежегодно до 1 апреля должны представлять декларацию о доходах в налоговую инспекцию. В случае непредставления данной декларации Пенсионный фонд будет доначислять страховые взносы в максимальном объеме. Неосторожное обращение с газовым оборудованием может привести к печальным последствиям. С начала этого года от угарного газа погибли 16 человек. Причина этому чаще всего служит несоблюдение правил эксплуатации газовых приборов. Подробнее расскажет Алевтина Банадыкова. Печь, камин, газовая колонка, водонагреватели или плита. Жители недооценивают опасность эксплуатации этих приборов. Ведь уснуть и не проснуться совсем легко, как можно и в последний раз принять ванну. Сотрудники Чеченгаза уверяют, они неоднократно выявляют нарушения. Нет вытяжки дымоходов, вентиляционных отверстий или просто прибор заставлен ненужными вещами. Спасти в данном случае может только бдительность, в первую очередь, самих граждан. С начала отопительного сезона газом в республике отравилось более 200 человек. И 70 – это дети. И это только те случаи, которые стали известны, как говорится, широкой публике. Частный сектор или просто квартира – разницы нет. Угарный газ может убить любого. 16 человек, по данным прокуратуры, в этом списке. Жители города соединяют газовые приборы, в частности газовой плитой, с помощью резиновых шлангов, что недопустимо. Также устанавливают водонагреватели газовые в ванных комнатах или там, где они не предусмотрены. А вытяжки соединяют без дымоотводов напрямую вентиляционные каналы. Рейдовые мероприятия, созданные рабочей группой во главе с прокуратурой и профильными ведомствами, выявили более 1000 самовольных подключений к газовым сетям. К административной ответственности привлечено 800 человек по статье 7.19 Уголовного кодекса о самовольном подключении использовании газа, электрической и тепловой энергии. Результатом работы нескольких месяцев данной рабочей группы выработанная практика
привлечения лиц, которые самовольно подключаются к сетям газоснабжения, к административной ответственности. При наличии оснований инициируется вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей». За прошедший период 2015 года по результатам прокурорских проверок инициировано направление более 35 материалов в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам которых на сегодняшний день возбуждено 31 уголовное дело. Чтобы законно газифицировать, например, свою собственность, будь то дом или земельный участок, физлицу необходимо пройти сразу несколько инстанций. В первую очередь газораспределительную организацию, которая выдает разрешение на техническое подключение к газопроводу. Дальше следует проектная организация, круг большой, а вот сил и времени у большинства нет совсем. «Газпром» Межрегионгаз Грозный, чтобы не быть виноватыми в подобных случаях, с 1 января 2015 года изменил порядок заключения договоров на поставку газа. Мы компания, которая ведет учет и реализацию газа, мы по факту идем и заключаем договор на поставку газа. Так это было до начала 2015 года. В связи с тем, что случаются вот такие неприятные моменты нашей деятельности, мы вынуждены с 1 января 2015 года отказаться от заключения договора даже в том случае, когда человек сам подключился к газопроводу. И это еще не все. По окончании отопительного сезона «Газпром» Межрегионгаз Грозный планирует отключить всех потребителей, которые не имеют соответствующего пакета документов. Учитывая, что законом это прописано, так с 2012 года постановлением правительства было запрещено устанавливать в ванных комнатах водонагревательные колонки. Однако для большинства граждан, как выясняется, закон – это пустой звук. Даже заключенный договор – это не гарантия правильной эксплуатации приборов. Газовики в дом каждому должны приходить раз в год, чтобы удостовериться, что все требования соблюдены. Но в жизни, как говорится, все наоборот. После заключения договора, без ведома, то есть не предупредив нас, они устанавливают самовольно эти газовые колонки в ванных комнатах. Это является причиной многих угаров нашей республики. Статистику того, так кто же виноват в многочисленных смертях от угарного газа, никто не ведет. Сухие цифры говорят об одном. Проблема существует, и ее надо решать. Совместными усилиями граждан и профильных ведомств, если не искоренить, то снизить страшную статистику можно. А еще можно предотвратить потерю родных людей, которую никогда не восполнить. Алевтина Ванадыкова, Стамир Хаджиев, Султан Умаров и Изелим Закаев. Новости. Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами. По таким девизам служители сцены отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю во многих странах проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки, показы лучших спектаклей. Не обошла стороной эту дату и Чеченская Республика. Слово Луизе Хатуевой. Маленькая сцена, скромные декорации и немногочисленные зрители. Здесь Ислам Чалдаев и такие же начинающие актеры, как он, могут почувствовать себя настоящими профессионалами. Сейчас студенты ЧГУ осваивают актерское мастерство под руководством Лёмы Ибрагимова. А Ислам Чалдаев в этом коллективе еще новичок. Парень учится на 3-м курсе заочного отделения, но, несмотря на это, часто приходит на пары студентов-очников, пытаясь в совершенстве освоить все азы актерского искусства. Актер باغ نه لازمش نه درب نه باغ المگردو هون انش شنت اماق چاق دول وینا صات ايش رو خلق رو актер رو غنا قاستو. Сегодня каждый из юных актеров спешит поздравить друг друга и своих преподавателей, ведь 27 марта официально признан Международным днем театра. Он ежегодно отмечается по всему миру, и наша республика не осталась в стороне. В театре имени Лермонтова под музыкальное сопровождение вальса Шуберта проходит большой праздник. Поздравить артистов с профессиональным праздником прибыл министр культуры Чеченской Республики Хошбауди Даев, который наградил отличившихся работников культуры. В силу тех событий, которые имели место в Чеченской Республике, у нас сам театр, театральное искусство, театральная культура, она была далеко, можно сказать так, на последнем месте. И сегодня мы видим, что благодаря усилиям главы республики Рамзана Ахматовича есть отличные условия. И, конечно же, я хочу отметить, что перед чеченскими актерами, перед чеченскими режиссерами, драматургами сегодня стоит задача не просто поставить работу на самой сцене, но и воспитать зрителя, который должен
приходить в этот театр и отличать настоящее театральное живое искусство от того, что наша молодежь, наши жители видят на экранах телевизора. Стать гостем представления посчастливилось и нашему герою. Здесь выступают заслуженные деятели культуры и искусства, а значит, у Ислама Чалдаева есть возможность понаблюдать за игрой профессионалов и набраться опыта. Актеры Государственного театра имени Нурадилова, Русского драматического театра имени Лермонтова и Государственного театра юного зрителя сегодня ведут шуточную борьбу за право лидерства. На сцене воссоздаются события прошлого в современной интерпретации. Причем тут история театра? Где Лермонтов? Мне нужен Лермонтов! Но уже за сценой актеры признаются, о реальной конкуренции не может быть и речи. Когда мы видим своих коллег с других театров, и точно так же и они, мы всегда бываем рады друг другу, всегда стараемся поинтересоваться, как у них там в театре, какие у них там проходят спектакли, когда будет у них показ. Ходим в гости, ходим на спектакли их. Ну, у нас соперничества не может быть. А вот за кулисами все неспокойно. Объединенные актерские составы активно готовятся к своему выходу. Отрывки из спектаклей «Ханума», «Спасти камер-юнкера» Пушкина на подмостках театра ставятся не впервые. Но все же актеры с трудом справляются со своим волнением. Я, конечно, каждый раз, как в первый раз, очень волнуюсь перед каждым выступлением, будто это маленькая роль или большая, неважно. Но волнение все равно чувствуется, без этого никак к артисту. Театр современности претерпел большие изменения. Это и новые жанры, и современные постановки. Однако есть множество аспектов, которые нарушать никак нельзя. Театр всегда прогрессирует. Есть основы, база, фундамент, который невозможно разрушать или строить по-новому. На этом фундаменте держится весь театр. Но в силу нашего менталитета чеченский театр всегда стоит на одной серьезной позиции духовно-нравственного воспитания молодежи и общества. Вот благодаря этому мы не можем меняться, и новые веяния нам не страшны. Восхищенные зрители и продолжительные аплодисменты – лучшая награда для любого актера. Сегодня и того, и другого было в избытке. Мастера сцены ушли с обещаниями собраться в таком же составе и в следующем году, чтобы в очередной раз порадовать своих зрителей совместными постановками. Луиза Хатуева, Стаймир Хаджиев. Новости. Такими были новости пятницы. Вам спасибо за внимание. Аду Келушу.